Сегодня в радиологическом корпусе Республиканского онкологического диспансера запустили в работу линейный ускорительный комплекс для проведения лучевой терапии. Приобрели его по нацпроекту здравоохранения за 146 миллионов рублей. Современное оборудование позволит более качественно лечить различные онкозаболевания. К тому же пропускная способность комплекса выше по сравнению со старым аппаратом. Подробности знает Елена Кононова. Это просто космос, не устает повторять главный врач онкологического диспансера КОМИ Алексей Соколов. Так руководитель медучреждения называет последний из вариантов линейного ускорителя для лучевой терапии. Говорит, для этого аппарата нет преград, будь то полость черепа, либо внутренние органы. Он может точно определить размеры злокачественной опухоли и воздействовать именно на нее. Если раньше лучевая терапия воздействовала на опухоль, но тем не менее она влияла и на окружающие, на соседние органы, и мы получали иногда отрицательные результаты в виде каких-либо постлучевых осложнений, то данное оборудование позволяет полностью практически нивелировать данное явление. Мало того, этот новейший аппарат позволит лечить несколько раз больше пациентов. Если раньше процесс лучевой терапии занимал порядка 20 минут и больше, теперь всего 2-3 минуты. За состоянием больного специалисты следят по монитору из соседнего кабинета. Здесь у нас в каньоне получается 2 камеры для слежения пациента. Просматривается каждая дверь для того, чтобы контроль укладки пациента, контроль работы аппарата. Перед тем, как приступить к монтажу оборудования, подготовили помещение. По требованиям Санпина стены и пол должны быть определенной толщины, даже марка бетона специальная. Все для защиты от радиации. Чтобы установить комплекс, пришлось разобрать даже стену. На все про все затратили 14 миллионов рублей из республиканского бюджета. Также обучили специалистов. И вот накануне получили последнее разрешение для эксплуатации аппарата. Лучевые методы лечения на сегодня выходят на первое место, поскольку лучевые методы лечения конкурируют и с хирургией, и с противоопухолевой лекарственной терапией. Есть страны, где 80% онкологических пациентов проходят прежде всего лучевую терапию. И только потом применяются противоопухолевые методы лечения, либо хирургические, либо лекарственные. Поэтому современные аппараты нам позволят соответствовать стандартам и клиническим рекомендациям на мировом уровне. Онкология – социально значимые заболевания, поэтому правительство КОМИ постоянно уделяет внимание техническому перевооружению и лекарственному обеспечению медучреждений, которое оказывает помощь онкологическим больным. Я знаю, что была проделана огромная работа для того, чтобы найти этот аппарат, для того, чтобы его привести, для того, чтобы его смонтировать именно здесь, подготовить помещение. Я знаю, что помещение необходимо было подготовить с особыми требованиями, и это, естественно, заняло много времени. Все к этому стремились, ждали. Наконец дождались этого дня. Тоже я поздравляю вас с этим днем. Это великий день. Теперь онкологическим больным региона не надо ехать за специализированным лечением в федеральные центры, тратить время и деньги. Качественную и высокотехнологичную помощь можно получить в своей республике. Елена Кононова, Иван Богомолов, телеканал Юрган.